Всем добрый день, с вами Зада. Сегодня будем готовить мясные фрикадельки в томатном соусе. Они получаются очень вкусными и сочными. Подавать можно с макаронами, с картофельным пюре или с другим любимым гарниром. Для начала лук надо очистить, нарезать очень мелко и добавить в фарш. Дальше туда же отправляем специи. Это у меня острый черный и красный перец, сухой чеснок и соль. Желток одного яйца. И все это теперь руками тщательно будем перемешивать. И желательно хорошенечко отбить, для того, чтобы фарш получился сочным и не распадался при жарке. Фарш готов. Теперь берем посуду плоскую. Его надо подпылить равномерно тонким слоем муки. И дальше формируем маленькие фрикадельки. Размер фрикаделек вы будете уже формировать сами по желанию. Формируем шарики и дальше надо обвалять их со всех сторон в муке. Вот, как только сделаем заготовочки наши, отложим в сторонку поднос с фрикадельками. И дальше нарезаем лук мелкими кубиками. Это уже у нас для зажарки заготовочка. Вот как только мы лук нарежем, убираем в стороночку и ставим на плиту сковородку. Вливаем растительное масло и хорошенечко разогреваем его на сильном огне. Дальше перекладываем наши фрикадельки и жарим со всех сторон до румяности. Наши фрикадельки должны запечататься прямо корочкой хорошей. Огонь должен быть сильным. Вот. Как подрумянились, снимаем фрикадельки и не выключая плиту, а просто убавляя огонь, дальше мы будем готовить зажарку. Вот фрикадельки мы убрали. Дальше в сковородку отправляем лук. Его мы жарим на среднем огне до готовности. Дальше добавляем специи и хорошенечко перемешиваем. Дальше добавляем томатную пасту. Огонь убавляем на ниже среднего и вот на умеренном огне жарим томатную пасту, пока вся жидкость не выпарится. Вот. Дальше добавляем сахар, воды. Вот. Это уже на ваше усмотрение. Мне надо побольше соуса, поэтому я добавила достаточно воды. Вот, добавляем кусочек сливочного масла, даем закипеть и отправляем наши фрикадельки. Вот. Накрываем крышкой и тушим до готовности. На гарнир я сделала картофельное пюре. В кипящую воду уже отправляем готовый картофель, солим, накрываем крышкой. Как закипит, убавляем огонь и готовим до готовности. Дальше картофель уже готов. Мы слили жидкость и с помощью толкушки делаем пюре. Добавляем сливочное масло и хорошенечко перемешиваем. Дальше
вливаем горячее молоко. Молоко должно быть обязательно горячим. Это для того, чтобы в дальнейшем наше пюре не потемнело. Хорошенечко перемешали и дальше взбиваем миксером, чтобы не осталось комочков и пюре стало воздушным. Наше пюре готово. Конечно, каждая хозяюшка готовит фрикадельки по своему рецепту. Я готовлю так своей семье. Попробуйте и вы. Это действительно вкусно. Можно и на обед, можно и на ужин приготовить. Сытно, вкусно и готовится очень легко и просто. Дорогие мои подписчики и слушатели моего канала, я буду рада, если воспользуетесь моим рецептом, приготовите и поделитесь в комментариях. Приятного аппетита!